Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире вы смотрите программу «Задай вопрос министру». Вопросы, касающиеся структуры и основных показателей бюджета будущего года, реформирования налогового законодательства, проблем предприятий связи и многое другое мы обсудим с вице-премьером правительства Абхазии Дмитрием Сериковым. Дмитрий Николаевич Сериков родился 29 ноября 1976 года в городе Москва. В 2000 году окончил Московский инженерно-физический институт. 2 годами позднее Государственную финансовую академию при правительстве Российской Федерации. С 2000 по 2002 годы работал во Всероссийском научно-исследовательском институте автоматики. Затем до 2004 года был бухгалтером-экономистом в ЗАО «Соник Дуо», оператор сотовой связи «Мегафон Москва» в российской столице. С 2004 по 2011 годы являлся финансовым директором в ЗАО «Аквафон GSM», оператор сотовой связи Республики Абхазия. Следующие 4 года проработал на посту заместителя генерального директора по операционной деятельности в ЗАО «Аквафон GSM». С апреля 2015 года назначен вице-премьером Республики Абхазия. Женат. Добрый вечер, Дмитрий Николаевич. Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые телезрители. Сразу первый вопрос, Дмитрий Николаевич, он касается бюджета будущего года. Скажите, пожалуйста, в чем отличие бюджета 2016 года от бюджета 2015 года и за счет каких мер в первую очередь планируется добиться роста доходов бюджета? Спасибо за вопрос. Я думаю, что этот вопрос интересует большинство, наверное, населения граждан республики. Прежде чем начать говорить о цифрах, я бы хотел немножечко сказать о подходах, которые мы используем при планировании бюджета на предстоящий 2016 год. Вследствие того, что мы находились немножечко в таких определенно сложных рамках, связанных с финансированием со стороны Российской Федерации, поэтому при планировании на будущий год мы исходили именно из тех договоренностей, которые были достигнуты в апреле текущего года в рамках последней межправкомиссии. Поэтому при планировании бюджета предстоящего года мы исходили именно из тех цифр, которые были зафиксированы в апреле месяце. Поэтому, чтобы было хорошо и всем людям понятно, я попытаюсь объяснить на цифрах, какие у нас доходы планируются в следующем году, какие расходы планируются на следующем году, за счет каких источников финансирования будут покрываться расходы, из каких источников будут пополняться наши доходы. Если постараться это сделать коротко, так как эфир наш ограничен, я постараюсь сконцентрировать свое внимание на республиканском бюджете, потому что местный бюджет все-таки формируется у нас в городе Сухум и в районах, поэтому я свой рассказ именно посвящу республиканскому бюджету. На следующий год мы планируем доход в размере чуть более 9 миллиардов рублей. При этом надо отдельно, наверное, сказать, что более чем на 80% дохода нашего бюджета формируют за счет российской помощи. Поэтому в своем рассказе я бы хотел особенно сакцентировать внимание именно на той части бюджета, которая формируется благодаря нашим собственным источникам. Таким образом, из 9 миллиардов 20 миллионов, которые мы планируем по доходам в следующем году, собственных доходов у нас должны составить порядка 3 миллиардов 748 миллионов рублей. Разница, которая составляет порядка 5 миллиардов и 300 миллионов рублей, она должна будет поступить за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. При этом, если говорить о 5,3 миллиардов рублей со стороны Российской Федерации, они тоже состоят из двух составных частей. Первая часть в размере 2,1 миллиарда – это так называемое текущее финансирование. Это те средства, которые идут, как правило, на текущее финансирование деятельности госорганов, на выплату зарплату, на пенсии. Вторая часть российской помощи состоит из чуть более 3,1 миллиардов рублей. Эти средства должны быть направлены на инвестиционное развитие Республики Абхазия и должны быть вложены в капитальное строение и приобретение оборудования. Если же, опять же, вернуться к нашим собственным доходам, то, еще раз повторюсь, хочу, чтобы у людей отложилась в память эта цифра, это порядка 3 миллиардов 750 миллионов рублей. Впервые, наверное, за всю послевоенную историю Республики Абхазия мы планируем рост доходов
собственных доходов бюджета более чем в 2 раза. То бишь рост относительно доходов собственных текущего года составит порядка 109%. Если в текущем году наши собственные средства составят порядка 1,8 миллиардов рублей наши доходы, то в следующем году мы планируем их поднять до 3 миллиардов 750 миллионов. Если говорить, за счет чего планируем этот рост, то если быть кратким, то основной рост доходов мы предполагаем за счет пополнения бюджета, за счет ввозного НДС. При этом я хотел бы акцентировать внимание на том, что не только по ввозным товарам, но и по услугам в том числе. Мы планируем рост от ввозного НДС, пополнение бюджета в следующем году на 1 миллиард 80 миллионов рублей. Помимо этого, мы планируем прирост относительно текущего года в доходах нашего бюджета, доходов от использования государственного имущества на 33 миллиона рублей. От таможенных платежей и сборов по ним порядка 622 миллионов рублей и порядка 200 миллионов за счет роста остальных поступлений от других налогов. Скажите, пожалуйста, вот откуда такие цифры уже появились еще до начала 2016 года, времени 3 месяца? Насколько эти цифры приблизительны? Это, естественно, план. Я хочу, чтобы все прекрасно понимали, что бюджет – это наш план. И этот план, он весьма амбициозный, он сложный. Мы впервые изначально ставим себе цель весьма амбициозной, пытаемся ее добиться. И для того, чтобы добиться этой цели, нам, естественно, надо будет провести ряд законопроектов, которые мы в ближайшие дни готовы вынести для обсуждения и как для общественности, так и для депутатов парламента. Поэтому этот бюджет был сверстан исходя из 3 новых законопроектов, один из которых это закон об НДС. Мы хотим предложить утвердить новый закон, касающийся налога, потом это оптимизация закона о спецналоге и внедрение закона о валютном контроле и регулировании. Давайте мы поподробнее поговорим о налоговом законодательстве. Скажите, как идет подготовка к реформированию налогового законодательства? И в этой связи расскажите о перспективах введения налога на добавленную стоимость. Да, как я выше сказал, на самом деле основной рост наших доходов обусловлен именно внедрением ввозного, так называемого ввозного НДС. Как я еще раз повторюсь, это порядка 1,1 миллиарда рублей. Законопроект готов. Он даже готов, можно сказать, в 2 версиях, которые, как я уже сказал, в ближайшее время мы вынесем для обсуждения. И очень надеемся на поддержку как со стороны населения, и так со стороны депутатского корпуса наших парламентариев. Потому что он крайне важен. И важен он по 2 причинам. Первая причина, конечно, которая первой приходит в голову, это фискальная мера. Это пополнение доходов бюджета. Но это не означает, что во главу угла ставим мы подорожание всех товаров и услуг, которые будут продаваться на территории республики. Да, я, может быть, предвосхищаю ваш вопрос. На самом деле, отчасти фискальная составляющая, она немаловажна. Но более важная вещь, о которой я бы хотел сказать, связанная с внедрением этого закона, она связана именно в регулировании экономики и перераспределении доходов в республике. И самое главное, наверное, это выравнивание условий производителей товаров и услуг как внутри республики, так и за пределами. Потому что у нас за последние 20 лет в связи с действующим законом об НДС сложилась ситуация такова, что любой товар, любая услуга, произведенная за пределами Республики Абхазия, заведомо становится дешевле, чем любой товар, произведенный на республике. Я постараюсь это объяснить как-то как можно проще. К примеру, если взять 2 абсолютно одинаковых завода с абсолютно одинаковыми зарплатами людей, с абсолютно одинаковой себестоимостью, где единица произведенной продукции стоит 100 рублей на территории Республики Абхазия и 100 рублей, к примеру, на территории Российской Федерации. Любая страна во всем мире, она всячески стимулирует экспорт. Поэтому при вывозе любой продукции и услуг, она освобождает производителя от налога на добавленную стоимость. Соответственно, если в чистая себестоимость без учета НДС товар стоит в России 100 рублей здесь, попадая на территорию Республики Абхазия, в соответствии с нашим действующим законодательством, у нас НДС не взимается. Соответственно, у нас берется НДС только с разницы. То есть, если товар продается за 110 рублей, в бюджет Абхазии попадает 1 рубль, а 9 рублей маржа остается тому, кто его продал. Если же тот же самый товар производитель
Республики Абхазия за те же самые 100 рублей, он в соответствии с нынешним законодательством, продавая товар за 110 рублей, отдает в бюджет республики 10 рублей и имеет нулевую маржу. То бишь, действующий закон всячески стимулирует и мотивирует только торгово-закупочную и посредническую деятельность, но никак не мотивирует развитие реального сектора экономики. Он ставит заведомо невыгодные условия производить товары здесь. Поэтому не модернизируя это законодательство, мы никогда не сможем здесь построить экономически эффективные предприятия по производству каких-либо товаров. В 2016 году, скорее всего, это будет уже я не могу, естественно, закон. Да, я не могу гарантировать, естественно, потому что это наша инициатива. Но, как я уже сказал, мы очень надеемся на то, что и население поддержит это, и депутатский корпус пойдет с нами навстречу, и совместными силами мы внедрим. При этом отдельно бы очень хотелось упомянуть, что ни в коем случае, чтобы люди это понимали, этот закон, он не коснется крайне важных товаров. Это в первую очередь продуктов питания, особенно тех, которые не производятся на территории Республики Абхазия. На этот вид товаров, практически на всю продовольственную корзину ввозного НДС не будет. И также на лекарственные препараты и медикаменты. Тоже закон не будет касаться этих вещей. То бишь, опять же, там будет немножечко какая-то классификация, потому что под медикаментами можно понимать довольно широкий спектр продукции. Да? Есть препараты первой необходимости, есть далеко специфические препараты, которые, на мой взгляд, не должны иметь льготы. Поэтому, что касается продуктов питания, мы предполагаем, да, в законопроект вносим такую инициативу, чтобы перечень продуктов питания, которые не облагаются ввозным НДС, утверждался Кабинетом министром, и, соответственно, перечень медикаментов, которые выносятся Минздравом, также утверждается Кабинетом министром, который не будет облагаться. А на остальные потребительские товары все-таки будет какой-то рост? Да, какой-то рост будет, но, опять же, это не прямо пропорциональный рост. Это не значит, что если мы ввели НДС 10%, значит, товар вырастет на 10%. Это абсолютно не так. К тому же есть понятие рынка, да, есть понятие эластичности спроса. Да, отчасти некоторым, я очень надеюсь, тоже на понимание среди продавцов, так скажем, непродовольственных товаров, на понимание, какой-то рост, опять же, должен быть, но у них слегка снизится маржинальность, но при этом я не думаю, что, почти уверен, что прям пропорциональный рост на 10% не должно быть. Конечно, за исключением там, рядом специфических товаров, таких как там, табак, это алкогольные продукты. Вы думаете, вот это новое законодательство, если оно заработает, наши производители это почувствуют? Однозначно. При этом, еще раз скажу, есть в первую очередь почувствовать те продукты, которые у нас есть, и во вторую очередь, может быть более важное, мы наконец-то сможем защитить свой рынок и привлечь инвесторов, и дать возможность тем людям, которые хотят заняться бизнесом, создать те условия комфортные, которые позволят им вложить деньги и вернуть их, и зарабатывать на это. Спасибо. Давайте обратимся к теме оптимизации штатов госструктур. В каких министерствах и управлениях уже эта процедура закончена, в каких еще продолжается? И остается ли, на ваш взгляд, цифра 15 по-прежнему оптимальной? Если позволите, просто немножко я хотел бы чуть-чуть вернуться к первому вопросу про бюджет, потому что мы проговорили про доходы, но крайне важно, чтобы люди понимали, что мы сильно, как на первый момент кажется, увеличиваем. Хорошо, вопрос оставим на потом. Да, я потом продолжу, да, если позволите. То есть мы фискально, да, частью увеличиваем нагрузку на экономику, но нам это крайне важно, потому что без этого мы не сможем построить дальше независимое и, самое главное, самодостаточное государство. Если у государства не будет доходов, которые нас может перераспределять на различные другие отрасли, там, на оборону, на правоохранительную систему, судебную, не имея собственных доходов, жить всю жизнь за счет внешней помощи это невозможно. Мы не будем никогда независимым и суверенным государством. Поэтому это крайне важно. А роль государства, она и заключается именно в перераспределении и регулировании экономики и перераспределении доходов от бизнеса в социальную сферу. Что подразумевается? Просто если взять вот реально цифры, да, вот опять же, я хочу говорить именно о собственных доходах. Не хочу пока говорить что-то долго и не терять время про российские деньги. Если у нас в этом году было там чуть более 1,71 миллиард 750 миллионов, то есть если взять и разделить нас на население Абхазии 250 тысяч, все могут легко посмотреть. Это в год на одного жителя, гражданина республики, это 7 тысяч рублей. На 7 тысяч рублей содержать правоохранительную судебную систему, это в принципе невозможно. Это просто невозможно. Поэтому я хотел бы коротко пройтись по цифрам. То бишь мы фактически увеличиваем доход наш, опять же, собственных средств на
практически в 2 раза, даже более. При этом я бы хотел отдельно проговорить, на что пойдут эти средства, которые мы в итоге в результате изъятия части средств из экономики, да, будем направлять. Я бы хотел отдельно по каждому пункту пройтись, куда эти будут деньги направляться. Один из самых важных, да, составляющих, порядка 770 миллионов, это будет направлено на выплату заработной платы бюджетникам в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. Потому что в текущем бюджете 2015 года у нас было запланировано 2,8 миллиардов со стороны российской помощи. И практически эта сумма должна идти именно на текущее финансирование тех сфер, которых я назвал. Со следующего года у нас пока гарантировано, условно говоря, подписана на межправкомиссии в апреле месяце сумма 2,100. То есть у нас в следующем году пока, опять же, я говорю пока, эти 700 с лишним миллионов выпадают. Но так как мы уже запустили этот механизм повышения зарплаты, пока не в полном объеме, к сожалению, есть там ряд вопросов с Российской Федерацией, но мы видим, что в ближайшее время этот вопрос должен решиться. Мы вынуждены эти средства, один раз заплатив людям, мы должны и дальше держать. Поэтому эти 770 миллионов будут вот из роста доходной части следующего года будет направлен именно в содержание. То есть из нашего собственного бюджета добавлять на пенсии, добавлять именно так. Да, то бишь из 1,8 миллиардов 700 там, с лишним миллионов пойдет на эту часть. Помимо этого, по линии Минсельхоза порядка 30 миллионов мы планируем на поддержку сельхоз проводить. Это только именно по линии Министерства сельского хозяйства. На 88 миллионов мы планируем рост расходов на здравоохранение. То есть, если в этом году наши расходы составляют порядка 350 миллионов, мы планируем рост до 440 миллионов. На 95 миллионов относительно текущего года возрастет рост на содержание, вернее, не содержание, а на обслуживание государственного долга. Если в бюджете текущего года на обслуживание долга у нас было заложено 252 миллиона, в следующем году на эти цели, к сожалению, нам приходится потратить уже 350 миллионов. И это только начало. С 2017 года эти цифры возрастают многократно. Потому что у нас возникает обязательство по всем пресловутому известному железнодорожному кредиту. Поэтому эта статья в ближайшие 5-7 лет она многократно возрастет и будет очень сильно бить по нашему бюджету. Помимо этого, самое главное, наверное, на мой взгляд, о чем хотелось бы сказать, 560 миллионов из прирост этой суммы планируется направить на поддержку реального сектора экономики, на развитие его. Эта сумма будет состоять из ряда подпрограмм. Одна из главных составляющих, львиная доля из этих сумм, будет направлена на, первое, это на субсидирование процентной ставки по банковским кредитам, причем она будет направлена именно для поддержки, акцентирую внимание на реальный сектор экономики и сельское хозяйство. То есть для того, чтобы выплачивать кредит? Да, потому что все мы знаем стоимость процентного кредита, коммерческие банки дают по определенной ставке, соответственно, государство часть этой ставки предполагает, приблизительно 2/3 от коммерческой ставки, что государство будет брать на себя. Помимо этого, разрабатывается программа, которая находится сейчас в Министерстве экономики на финальной стадии обсуждения. Это прямые дотации сельхозпроизводителям. Сейчас бы не хотелось совсем в детали впадаться этой программы, но суть она заключается в следующем. Мы, наверное, многие знают, за последние несколько месяцев мы были в ряде российских регионов. Мы получили благодаря им большой объем документов, их опыт в этой сфере, например, в частности в Татарстане. На наш взгляд, Татарстан является одним из лидеров в этой сфере. Мы за основу взяли их наработки, их опыт. Поэтому, к примеру, это у нас разрабатывается такая модель, когда мы хотим опрашивать сельских жителей, что им нужно для развития своего приусадебного личного хозяйства. Например, кому-то нужен мотокультиватор, кому-то нужен поливальная система. Поэтому мы своего рода разработаем такую программу, где благодаря местным администрациям будет проведен опрос, будет сегментирована необходимость, чего необходимо людям на земле, благодаря чему они будут развиваться и производить какую-то продукцию, жить дальше. Мы это соберем, вычленим наиболее актуальные направления и хотим направить средства государственного бюджета на приобретение такой техники, которая потом будет выделяться людям на определенных основаниях, на определенных условиях, которые они могут пользоваться. Помимо этого, эта сумма будет направлена на развитие рыбной отрасли. Мы активно разрабатываем планы по развитию так называемых аквакультур.
Наверное, многие знают, например, всем известный пресловутый норвежская семга, которая в 99% случаев выращивается именно благодаря технологии аквакультур, которая заполнила весь рынок в мировом масштабе. Поэтому у нас для этого есть все необходимые условия. Мы сейчас пытаемся подойти с научной точки зрения. Естественно, это пока, к сожалению, мы предполагаем, да, но для того, чтобы, насколько это будет актуально, востребовано и возможно реализовать на нашем побережье, нужно провести большую работу с научной точки зрения и понять, насколько это рентабельно и вообще возможно у нас. Помимо этой, из этой суммы планируется, наконец-то, на мой взгляд, я на этом уже несколько месяцев назад говорил, это внедрение информационных технологий. И как бы я предвосхищаю, наверное, будущие вопросы и многих интересующие темы, когда же это все-таки состоится. Я хочу, чтобы все понимали, что это за месяц такие вещи не делать. Есть информационные технологии, которые... об этом нашего телезрителя. Тогда я отдельно, наверное, потом поподробнее скажу. Тогда вот я именно хотел сакцентировать внимание, на что будут направлены вот эти 1,7 миллиардов рублей, которые придут в наши доходы благодаря внедрению наших новых законов, которые, опять же, надеюсь, будут одобрены, и куда эти деньги пойдут. Потому что просто сказать, дайте нам деньги, это неправильно. Люди должны понимать, куда эти средства будут направлены. Потому что мы, как правительство, беря на себя свои определенные обязательства, должны как бы нести ответственность за свои дела, свои поступки. Поэтому мы очень здраво к этому подходим, и за каждый рубль направленный будем отчитываться. И как пример этому, это у нас 1 сентября, пока в тестовом режиме, на базовых 3 пока органах государственной власти мы запустили, наконец-то, пока, к сожалению, не в полном автоматизированном режиме, пока в бумажном виде, это система казначейства, которая позволит нам очень четко отслеживать расходы государственных средств. Поэтому вот это хотел бы, да, чтобы... Да. Давайте вернемся к моему предыдущему вопросу, касающегося оптимизации штатов госструктур. На самом деле вопрос непростой. Я, наверное, выскажу, скорее личное мнение. Процесс запущен, но, к сожалению, до конца он не реализован. Я постараюсь озвучить некоторые цифры, которые уже произошли, и свои ожидания в дальнейшем. То бишь, опять же, буду говорить про республиканский уровень власти, потому что это моя сфера ответственности, за которую мне проще говорить. Я могу сказать, что по состоянию на июль месяц в центральных органах власти республиканского уровня, без учета силового блока, потому что это секретная информация, которая, в принципе, не озвучивается, без учета Министерства обороны, Министерства внутренних дел, ГСО, СГБ, составляла порядка, я еще раз повторюсь, чисто только республиканский уровень государственной власти. Без учета госучреждений, РУПов и МУПов, состояло порядка 2500 человек. На данный момент сокращение составило порядка чуть более 200 человек. При этом сокращения произошли, к сожалению, пока не по всем органам государственной власти, государственным комитетам, министерствам или управлениям. Но я думаю, что в ближайший месяц мы эту ситуацию доведем до логического конца, и указ президента, который мы, к сожалению, по срокам уже немножко сорвали, мы все-таки выполним. Что касается второй части этого вопроса, насколько адекватно сокращение на 15% и что будет дальше, на мой взгляд, делать выводы преждевременно. Надо сначала довести до логического конца, что мы начали, а потом проанализировать, что мы добились. Делать какие-то долгоиграющие выводы я бы сейчас не стал. Скажите, а есть такая возможность, что наоборот, кое-где нужно будет, наоборот, добавить количество людей работающих? Я в этом глубоко убежден. На мой взгляд, что у нас есть органы, которые перегружены штатом, как я говорил, больше, чем положено. Я могу привести пример. На примере, наверное, самого близкого органа государственной власти, в котором я работаю, это аппарат Кабинета министров. Могу сказать, что аппарат Кабинета министров сокращает свой штат на 25%. Даже не на те 15%, которые были предложены президентом в указе, а на больше. Поэтому я убежден, что есть ряд органов, что можно их 25 и 30 сокращать, а есть ряд органов, которые надо реально расширять. К примеру, всем, наверное, известно управление капитального строительства. В нем работает 17 человек, а все миллиарды, которые выделяются Российской Федерации, идут через них. У меня, например, есть видение ситуации, мы с премьер-министром обсуждали, пока на уровне разговоров, все давно говорят о законе о госзакупках, аукционах, тендерах. На мой взгляд, на базе этого органа можно делать госучреждения государственные, на базе которого концентрируют все закупочные функции. Прежде чем это делать, нужно сначала разработать нормальный закон, нормальную нормативную правовую документацию, подзаконные акты, где будет все прописано, чтобы все понимали. И тогда обязательно придется расширять этот штат. То же самое есть Минздрав, Минобразование. Каждое министерство, оно уникально.
Везде надо смотреть, что происходит. Конечно, где-то надо, может быть, увеличивать. За все органы я не могу сказать. Это более детальный анализ. Сколько времени будет длиться вот эта оптимизация? Я думаю, что в ближайшие 2-3 недели мы закончим, потому что надо еще разбить на две части оптимизации. Есть формальная часть, вернее, так скажем, юридическая. Это любое сокращение штата, штатных позиций, она подлежит утверждению на кабинете министров. Заседание кабинета министров проходит раз в 2 недели. А есть реальное, когда уже предполагается, работа проведена, но формальность, юридическая составляющая через Кабмин еще не проведена. Поэтому я думаю, что в течение месяца мы эту ситуацию на республиканском уровне закроем. Хорошо. Следующий вопрос касается государственных предприятий связи республики. Вы категорически не согласны с ситуацией, когда такие предприятия убыточны. Это всем известно, и заявляли, что связь обязательно должна приносить доход. Как обстоят сегодня дела в этой сфере? Какие-то подвижки уже произошли? Да, это на самом деле вот из своего прошлого, мои резюме, раз зачитывали мою анкету, я услышал, как бы есть две сферы, которые наиболее мне близки. Это финансы, так как у меня базовая, вернее не базовая, вторая высшая финансовая академия образования, я занимался финансами и связь. Поэтому эти две сферы, они наиболее мне близки, наиболее понятны. Поэтому я на 110% уверен, что государственная связь не то, что она обязана быть прибыльная и процветающая. Я знаю, что было много статей и инсинуаций на эту тему. Не хочу выходить в эту тему и комментировать там комментарии некоторых людей, которые пытаются перевернуть с одной стороны все на другую, обвинить не пойми что, не пойми в чем. Просто риторически выдерживаюсь, то, что в течение последних 7 лет люди, которые находились в руководстве связи, они занимались разбрасыванием камнем. А сейчас, на мой взгляд, наступило время собирать камни. Я приведу банальный пример. Вся наша связь, она была расчленена на различные составные части. Наиболее ликвидные вещи были выделены в одну компанию, а наиболее неинтересные вещи были в другую компанию. При этом от неликвидной компании, которые более-менее, опять же, откусывались кусочки и выделялись, опять же, в отдельной компании. Все по личным интересам. На мой взгляд, сейчас наступила пора, когда надо консолидировать. Поэтому путь идет весь мир. Не только в связи, а вертикально интегрированные компании, это за ним будущее. Ну что уже, Вот я говорю, на данный момент, потому что, опять же, здесь вопрос стратегический, и начинать в течение месяца реформирование без устаканивания ситуации в органах государственной власти в этой сфере было нельзя. Поэтому у нас буквально в конце июля, начале августа были назначены новые руководители этого управления связи, государственное управление связи, новый руководитель в компании «Абхазсвязь». Перед ним мы в течение месяца разрабатывали, обсуждали стратегические моменты, потому что просто сказать объединить – это полбеды. Надо понять стратегию, по какому принципу объединять. И мы окончательно установили, что по какому принципу мы объединяем. В ближайшие недели будет запущен механизм юридический об объединении, все под эгидой «Абхазсвязь». И все те организации, которые за последние 7 лет были просто растащены по углам, они будут собраны в едином компании, под единым началом, с одним счетом. При этом, помимо этого, в течение 2 месяцев проводилась работа по анализу текущих затрат тех компаний связи государственных, где по наиболее значимым статьям расходов, таким как закупа трафика, были снижены затраты в 2-3 раза. Оценку деятельности руководителей, не моя сфера деятельности, для этого есть соответствующие органы. Моя цель сделать так, чтобы в ближайшее время этого не было, и компании стали прибыльны. Я еще раз повторюсь, результат, я, как я уже сказал, через полгода и сотрудники связанных компаний, и люди об этом узнают. И увидят уже буквально в начале следующего года. Спасибо. А какова будет судьба инфраструктуры государственных предприятий связи, включающие в себя различные вещи, прямопередающие станции, кабельное хозяйство и прочее? И что делать, если, допустим, будет признано, что их деятельность неэффективна? Это такого быть не может. По определению, я еще раз повторюсь, я вам уверяю, что государственная связь – это, может быть, не такая, конечно, высокорентабельная, как сотовая, но фиксированная связь, к сегменту, который относится компания «Абхазсвязь», компания ТСМС, она тоже может быть весьма рентабельной. К примеру, российский опыт все прекрасно знают. Я знаю, что бытует мнение, что сотовики, что Амобайл, что разорили государственную фиксацию. Это неправда. Эти 2 сегмента рынка, они друг друга дополняют. И в чистом виде они не конкурируют. Если взять опыт любых стран мира, России далеко ходить не надо, Англия, Америка, везде. Это человек, приходя домой,
пользуется городским телефоном и фиксированным интернетом по волокну. Выходя из дома, он включает мобильное устройство, там, девайс, iPad, смартфон и пользуется, грубо говоря, сотовыми операторами. Это симбиоз, и весь мир движется в этом направлении. Поэтому и мы должны пойти. Что касается инфраструктуры, ничего с ней не будет. Она не будет. Вышки, которые стоят, они есть, и они никуда не уедут. Просто нужно эффективно их использовать. Вот и все. Вопрос эффективности работы. Еще раз повторюсь, через 5-7 месяцев народу... заключается суть, в этом самое сложное, вопрос эффективности работы. Конечно, да? Абсолютно правильно. Ну, я еще раз повторюсь, там, через полгода люди увидят эффект, и я отдельно отчитаюсь по этому вопросу. Спасибо. Скажите, как вы оцениваете эффективность деятельности РУПов и МУПов? Есть мнение, что такие организации не столько мешают, не столько помогают, сколько мешают развитию предпринимательства, частного бизнеса в Абхазии. Знаете, по этому вопросу буквально недели 3 назад президент был дано поручение Кабинета министров проанализировать ситуацию. Сейчас вот прям детально я не готов ответить, но первый результат уже анализа есть. У нас, если взять весь этот сегмент, в него входят госкомпании, которые на самом деле не существуют в нашем законодательстве. Для меня вопрос, почему за последние 5 лет до сих пор госкомпании не ушли в обоз, не переорганизовались в соответствии с законом. Потому что у нас есть госкомпания, у нас есть республиканское унитарное предприятие, у нас есть муниципальное унитарное предприятие. В общей сложности всех этих организаций у нас порядка 130-140 штук. К их числу относятся такие организации, как Новофонская пещера. Поэтому, чтобы люди понимали, вот их 130. Работает в них более 5000 человек. Если же убрать из этих организаций ключевые, так скажем, которые стратегические, так скажем, предприятия для экономики Абхазии, то есть такие как Курорт-Пицун, да? Черноморэнерго, Абхазстрой, Новофонскую пещеру, то у нас остается 120 организаций, которые в год зарабатывают порядка 500 миллионов, а работает в них 3000 человек. При этом, если взять и разделить одну цифру на другую, у нас есть предприятия, которые в год зарабатывают, один сотрудник приносит выручки, да, есть такой финансовый термин. Это выручка на одного сотрудника. Если взять, допустим, крупные компании, любые компании, то в среднем на одного рабочего сотрудника это должны быть сотни тысяч рублей, то есть не миллионы. То в этих организациях выручка на одного сотрудника может составлять 1500-2000 рублей. Есть просто организации, которые просто функционируют условно. Там числится 2-3 человека, в принципе, особо ничего не делают, и в лучшем случае сдают имеющиеся у них в оперативном управлении государственное имущество за копейки. Условно я говорю, есть прецеденты, где квадратный метр сдается за рубль. Поэтому этот вопрос, он крайне сложен, требует детального анализа, потому что есть, опять же, повторюсь, стратегические РУПы и МУПы, которые надо поддерживать. Это Черноморэнерго, это Новофонская пещера, Рицинский электропарк, не совсем. Потом есть ряд других предприятий, троллейбусное то же самое управление. Они, в принципе, настолько стратегические, которые на данном особенном этапе без поддержки государства жить не могут. Но есть просто предприятия, на мой взгляд, у меня такое складывается впечатление, если так полушутку перевести, что их создали 8 лет назад и забыли. И вот они как-то по инерции существуют. Поэтому, то есть, что с ними делать? И опять же, есть стратегические предприятия, которые нужно вычленить, оставить и всячески оказывать поддержку в их развитии. А есть предприятия, которые надо просто закрыть. Просто закрыть. Потому что формально это имущество, в котором работает несколько людей, условно говоря, мало что делают и не приносит никакой пользы ни для государства, ни для граждан. Надо оптимизировать. Что делать потом с этим имуществом, вопрос второй. Но надо как элементарно навести порядок и понять, что мы оставляем, что мы развиваем, от чего мы избавляемся, в том смысле, что мы можем закрыть предприятие, имущество перевести на баланс того же комитета по приватизации имущества. Потому что формально оно 20 лет ничего не приносило, никакого дохода в стране. Спасибо. Дмитрий Николаевич, по результатам совместной проверки Счетной палаты России и Контрольной палаты Абхазии было зафиксировано, что нецелевое расходование средств российской финансовой помощи в 2012-2014 годах составило порядка 1 миллиарда 18 миллионов рублей. Неэффективное расходование 604 миллиона рублей. В совокупности, в общей сложности, неправомерным образом были израсходованы 1 миллиард 622 миллиона рублей.
Ну, не могли бы вы нам разъяснить, в чем разница между нецелевым и неэффективным расходованием? Я понял вопрос, спасибо. Я, да, убежден, наверное, у многих возникали вопросы. Наверное, нецелевое расходование, которое говорит миллиард, это означает о том, что мы с Российской Федерацией подписали документ, в котором было жестко прописано, что мы делаем, на какую сумму, где, когда и почему. Мы же на этот миллиард, то есть мы взяли обязательство построить 100 объектов, условно называя 100 садиков, а взяли и начали строить их 200. В итоге мы все 100 не построили 50, а 100 начали. Потом приходили на следующий год Российской Федерации и говорили, дайте нам еще 3 миллиарда, мы вот тут начали, дайте мы достроим. Ну, нам второй раз пошли на эти уступки, сказали, ребят, ну так больше не делайте. Извините за банальный подход, но это было вот так. Такой эффект МММ, если, наверное, кто помнит, 90-е годы, такая финансовая пирамида, которая когда-то заканчивается. Вторая часть в размере 600 миллионов – это крайне сложная тема, это именно неэффективная. Причин неэффективности в рамках проекта Счетной палаты может быть очень много. Примеры были выделены какому-то, в том числе и РУПу, там, не знаю, 10 миллионов рублей, но в итоге закрыты это были деньги там, на 40. При этом в момент проверки закрывающих документов, что было сделано на 40 миллионов, ничего не предоставлено. При этом либо ничего не сделано. Поэтому вот с миллиардом, как я объяснил, проще. Да, это не туда направили, о чем договорились. А вот с неэффективным это крайне сложная вещь, которую разбираться надо в каждом отдельно взятом случае. Где-то могла быть коррупционная составляющая, где-то было разбираться, а где-то элементарно просто документы внесли. Я вот хочу сейчас, пользуясь случаем, хотел бы извиниться перед одной, по-моему, строительной организацией, не помню название. Я озвучил ряд цифр в результате контрольной палаты проверки, где по двум садикам было предписано, что перерасход 5 миллионов там и там. На самом деле оказалось банально, никакого перерасхода нету. Здесь просто элементарно должна несогласованность. Источника финансирования было два. Один шел через Минобразование, другой шел через УКС. УКС строил здание, а через Минобразование шло оборудование. Контрольная проверка производилась с точки зрения УКСа постройки, а акт был предоставлен, почему-то сделан на сумму как будто из двух источников. И формально контрольная палата, проверяя, она констатировала факт о перерасходе в размере 5 миллионов. Хотя на самом деле и реально его не было. Поэтому есть, конечно, такие моменты там, слегка... Да. Поэтому надо разбираться в каждом отдельном случае. Так голословно и обвинять всех и вся, это крайне неверно. Поэтому те же самые строители, есть весьма, на мой взгляд, квалифицированные строители, которые на самом деле строили и очень качественный объект. Я думаю, далеко ходить не надо. Там вот Новоафонский, да, по-моему, школа или детский садик. Поэтому, а есть там, где реально есть недочеты, там, где реально был отчасти подлог. Дмитрий Николаевич, давайте мы продолжим нашу беседу. Ваше мнение относительно возможности взимания таможенных платежей с товаров, перемещаемых через границу? Это частично вы говорили, в частности, пошлины на ввоз орехов фундука. Вывоз, наверное. Да, на вывоз, простите. Какой экономический эффект должна произвести вот эта такая мера, такая реформа? Я являюсь активным сторонником введения пошлин на вывоз. Сейчас я не хочу такую скользкую тему поднимать нефть, слава богу, это отдельная тема. Мы не Россия. У нас газа и нефти в таких объемах нету. Российская Федерация вводит пошлину на вывоз газа и нефти. В нашем случае у нас есть другой крайне интересный продукт внешнему рынку. Это наши фрукты, в частности орехи. Поэтому, на мой взгляд, что государство, которое реально независимое и суверенное, имеет полное право вводить пошлины на вывоз определенных товаров. И ничего в этом такого зазорного, на мой взгляд, нету. При этом, с точки зрения вагового угла, конечно, надо, на мой взгляд, ставить не политическую составляющую, а, как я уже сказал, это важная вещь. Мы, суверенное государство, имеем право объявлять пошлины на вывоз извне, навне. Что касается экономической составляющей, нами в течение месяца проводился анализ ценовых показателей орехов фундука на внешних рынках, как и в Российской Федерации. Могу привести пример, премьер-министр озвучил. Например, в Ашане закупочная цена орехов фундука очищена 1200 рублей. Понятно. При этом, еще раз хочу сакцентировать внимание, премьер-министр выступал, это ни в коем случае не затрагивает сельхозпроизводителя. Эта пошлина возникает только в момент вывоза с территории Республики Абхазия так называемых орехов фундука. Только на тех она попадет, это фискальная мера, кто занимается внешнеэкономической деятельностью. При этом я не могу говорить 100%, убежден, что
это абсолютно адекватная цифра, 25 рублей за килограмм. И она сможет пополнить бюджет, о котором я говорил, доходной части, где мы оцениваем там более 200 миллионов. За счет этого мы сможем в следующем году пополнить свою казну. Но мера все равно непопулярная. Ну, НДС ввозной тоже непопулярный. К сожалению, когда делаются реформы только популярными мерами, ну, я не знаю ни одной страны мира, которая шла только по дороге, выстеленной розами, да, или без камер роз. Но, к сожалению, да. Но основная часть населения, львиная доля, большая часть, она реально почувствует эффект от тех доходов, которые получит бюджет. Спасибо. Экономика нашей страны очень сильно зависит от экономики России, и, естественно, все эти процессы отражаются на Абхазии. Скажите, пожалуйста, переживает ли на данный момент Абхазия экономический спад? Вопрос, конечно, на мой взгляд, нет. Я буду короток и ясен. Коротко, да, мы не настолько, как Российская Федерация, завязаны на цену на нефть, на... Конечно, да, мы чувствуем, у нас увеличились стоимость товаров из-за роста курса, так как мы находимся в рублевой зоне. Да, но я бы не сказал, что мы испытываем спад. У нас спад связан с тем, что у нас там из запланированных комплексного плана там, 3 миллиардов, к сожалению, в этом году поступило только 100. И люди только об этом говорят. Но, на мой взгляд, люди должны перенаправить свою не на российскую помощь, а на внутренние ресурсы, на внутренние проблемы решать. Поэтому я бы не сказал, что это спад. Мы немножко говорили уже об этой теме, о нововведениях для улучшения инвестиционного климата в Абхазии. Скажите, какие гарантии для инвестора, которые приходят в Абхазию, созданы и будут создаваться? Ну, все знают, что есть закон об инвестиционной деятельности. Я, честно говоря, к сожалению, буду грешен, но я пока до него еще не дошел. Но в бюджете следующего года у нас, я отдельно не сказал, у нас очень сильно увеличивается статья расходов на содержание судебной власти. На мой взгляд, с точки зрения любого инвестора, в любой стране мира, крайне важно это гарантия собственности. И гарантия того, что его не обманут, не кинут. А гарантом, отчасти, это является государство или те судебной власти. Поэтому развитие судебной власти, к третьей власти государства, крайне важно. Поэтому у нас в следующем году запланирован, там, по-моему, 4-кратный рост расходов на содержание судебной власти. И это, на мой взгляд, одна из крайне важных мер, которая способствует созданию независимой судебной власти, эффективной судебной власти, которая будет работать на интересы как государства, там в том числе инвестора. Поэтому любой человек, пришедший сюда, вложившийся рубль, должен быть уверен. Поэтому вот отчасти есть... Да, надо еще дорабатывать инвестиционное наше законодательство. Я сейчас не буду углубляться на эту тему. Но вот создание судебной власти – это тоже крайне важная тема. Скажите, вот без кредитования малого и среднего бизнеса трудно говорить вообще о каком-то росте предпринимательства в стране. Какие есть перспективы для упрощения процедуры получения кредита для предпринимателей там, среднего и малого бизнеса, скажем, в размере там, 1 1,5 миллиона рублей? Я понял. На самом деле этот процесс уже запущен. Прошел первый этап. В течение августа-июля месяца было собрано порядка на 400 миллионов рублей заявок на финансирование как раз в том объеме, который вы говорили, от малых и средних предпринимателей. Из этих 400 миллионов они были отправлены в Минэк, который было согласовано, отобрано 200, и они были возвращены в банки. Из этих 200 миллионов где-то на 3/4 этой суммы банки уже часть отбраковали. В итоге где-то на порядка, сейчас могу ошибиться, порядка 180 миллионов сумм кредитования одобрено. И я думаю, что в первых числах квартала выделение этих кредитов будет начато. При этом отдельно хочу сказать, что совсем просто по честному слову сдавать нельзя. На мой взгляд, Нацбанк вместе с Минэкономикой в июне заработал довольно-таки простую анкету, состоящую из 2-3 страниц. И, на мой взгляд, мне трудно судить, конечно, я не занимался вопросом, но она упрощена, насколько это возможно. Спасибо. Какая модель экономического развития, на ваш взгляд, является наиболее перспективной для Абхазии, больше всего для нее подходит? И что из зарубежного опыта реформирования можно привнести в Абхазию? На самом деле, на мой взгляд, это крайне сложный вопрос, потому что мы, к сожалению, находимся немножко не совсем в таком политическом статусе, да, где в полном объеме брать модель какой-то страны развития. Всем известно, если взять послевоенную, я имею в виду Вторую мировую войну, период развития мира, всем известны самые лучшие прецеденты, там Южная Корея, Сингапур, Малайзия. Их модели, много научных трудов написано на эту тему, многие их используют, но в чистом виде мы брать не можем. Мы можем, к сожалению, брать отдельные элементы
стратегии развития и программы развития и пытаться использовать их у себя. Это крайне сложная тема, но вот еще раз повторюсь, целиком полностью взять нельзя. Отдельный, у нас уникальный путь. Ну, на мой взгляд, вообще уникальная страна. Ну и должен быть, наверное, свой путь, но с элементами лучших практик. Раз вы заговорили о стратегии развития, как раз этот вопрос касается стратегии социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года. Есть ли в Абхазии условия для успешной реализации такого рода программ? Я убежден, что в этом есть. Просто это, как я уже сказал, это крайне объемный документ, который требует и внимания, и подхода, и времени проработки. Я считаю крайне, что это необходимо. Но для того, чтобы программу надо написать, но для того, чтобы запустить, нужно создать базис и основу. А для того, чтобы его создать, нам нужно просто навести элементарный порядок в стране, для того, чтобы от чего-то стартовать. Если мы не наведем элементарный порядок там, с РУПами и МУПами, если мы не выстроим нормально работающую банковскую систему, если мы не выстроим нормально работающие органы государственной власти, стратегию развития, какая бы она была бы на 5 с плюсом написана, реализовать будет крайне тяжело. Поэтому это крайне важно, и вот работа, которую делает Олег Домени и его коллеги, она крайне важна. И на самом деле мне надо больше уделять внимания. Мне, к сожалению, пока не удается, но я обязательно пристроюсь. Спасибо, Дмитрий Николаевич. У нас остались вопросы телезрителей, не так много времени, поэтому покороче, пожалуйста. И вот первый вопрос от журналиста Мананы Гургулия. Несколько месяцев назад в интервью «Абхазия Информ» вы сказали, главная цель в обеспечении эффективности работы каждого отдельного госчиновника, госслужащего. Достигается она тем, что выстраивается жесткая система управления, основанная на информационных технологиях. Тот вопрос, о котором вот вы начали говорить. Как обстоят конкретно дела с выстраиванием эффективной системы госуправления и внедрением информационных технологий? Дела обстоят, процесс идет, я скажу, я хочу, чтобы все понимали, что для того, чтобы внедрить информационные технологии, это не вопрос недели, там, месяца, 2 или 3, это есть подготовительный этап, есть информационные технологии, которые занимают внедрение годы. Поэтому так вот за месяц, 2, 3 взять их и внедрить, причем те глобальные системы и технологии, которые нам нужны, она требует до большого времени подготовки. А есть ряд информационных технологий, ну, так скажем, они относительно простые, которые мы уже, как я пытался говорить, включаем в бюджет 2016 года. Но они по определению требуют определенных расходов, капитального характера, подготовки людей. Ну, есть совсем простые, это вот, я не знаю, много раз говорил, это элементарно, у нас в государственных нет просто электронной почты. Мы пользуемся все, кто чем попало. Там, мы говорим о информационной безопасности, что у нас там другие страны читают, ну, а мы пользуемся российскими, американскими почтовыми серверами. У нас нет элементарного своего почтового сервера. Вот это такая относительно простая задача, не требует больших капитальных вложений. Она будет заложена в бюджет 2016 года, будет заложена, да, мы сейчас отрабатываем концепцию, и мы ее реализуем. Помимо этого, есть ряд других технологий, которые мы тоже будем запускать. Спасибо, Дмитрий Николаевич. И еще вопрос, второй вопрос, тоже, вот 3 вопроса она задала. В наших условиях, когда практически все госорганы сконцентрированы в 3 зданиях, иметь отдельно в каждом административно-хозяйственный отдел нет смысла. Эта функция должна быть полностью сконцентрирована в одном месте, из него управляться. Я глубоко убежден, что это должно быть в аппарате Кабинета министров. Должен быть отдельно один общий отдел, который будет обслуживать все министерства, приобретать необходимое оборудование, решать хозяйственные задачи. Это один из первых шагов, который реально изменит систему. Это, она цитирует ваши слова из интервью. Удалось ли создать один общий административно-хозяйственный отдел? На данном этапе взять и сразу объединить все, у нас сейчас порядка 30 органов государственной власти, и они не все находятся в этих 3 зданиях, как я сказал, объединить это будет весьма проблематично. Поэтому сейчас мы практически вопрос решен. Мы пойдем по пути объединения в единые, так скажем, подразделения хозяйствующих функций на уровне аппарата Кабинета министров, администрации президента, который станет тем базой. Поэтому тоже в ближайшее буквально времени соответствующие документы, соответствующая структура системы, я думаю, будет подписана, и все ее знают. Поэтому много работа была проведена большая, обдуманно. Я думаю, в ближайший месяц все увидят ее первый результат. И в перспективе, когда мы сделаем вот это ядро, мы начнем переводить вот эти хозяйствующие, обслуживающие функции, там, автомобильный транспорт, там, закуп бумаги, информационные технологии, сводить в этот единый центр.
Спасибо. В планах правительства было направить 1,2 миллиарда рублей на внедрение нескольких прорывных проектов крупного бизнеса, 400 миллионов рублей на инвестпрограммы, из инвестпрограммы и 2 миллиона рублей из собственных средств в рамках единой программы пустить на проекты в сфере малого и среднего бизнеса. Как с этим обстоят дела сейчас? Это 3 части, да, источники. Про один из них, это 200 миллионов собственных средств, я уже говорил. Это вот программа кредитования малого и среднего бизнеса, которую я сказал, первые деньги будут выделены уже в начале октября. Что касается других 2 составляющих источников, это 1 200 000 и 400. 400 это было заложено в комплексный план развития в рамках помощи от Российской Федерации. К сожалению, у нас по этой статье доходов, которая должна быть чуть более 3 миллиардов, поступило пока только порядка, там, по-моему, 150 миллионов, который был направлен на закуп оборудования. Поэтому эта программа 400 миллионов, которую мы, в принципе, согласовываем с российской стороной, она пока не была запущена из-за отсутствия финансирования со стороны Российской Федерации. Что касается 1 200 000 000, которые идут от российских банков. Вот буквально сегодня было очередное заседание нашей рабочей группы по отбору инвестпроектов. До ее момента порядка 400 миллионов с нашей стороны инвестпроекты было одобрено и отправлено. Сегодня мы одобрили еще на 400 миллионов. Поэтому из 1 200 000 800 с нашей стороны одобрено, отправлены в банки. По первым 400 миллионов, насколько я знаю, представители бизнеса, которые предлагали инвестпроекты, находятся в финальной стадии согласования параметров своего бизнеса с российскими банками. И мы надеемся, что первые деньги в этом направлении пойдут уже, наверное, в октябре, в ноябре. И, соответственно, там срок реализации проектов там, от полугода до года. Я думаю, естественно, ожидать результата прямо там в 2016 году по всем этим проектам не стоит. К концу 2016 года некоторые проекты выстрелят. На мой взгляд, вот сегодня был крайне интересный проект. И, на самом деле, так как человек, живущий в Абхазии 12 лет, меня никогда всегда интересовало, почему нет ни одного предприятия, производящего абхазский сыр, который великолепен и который не купишь ни в Москве, нигде. Его днем с огнем не сыщешь. Не было ни одного предприятия, которое производит абхазский сыр и не экспортирует его в Абхазию. И вот сегодня, наконец, поступил первый отлично, грамотно сделанный проект по этому направлению, который собирается построить завод по производству этого сыра, и у него есть уже предварительные договоренности с крупнейшими сетями Российской Федерации, с Ашаной, с Пятерочкой. Поэтому я жду к концу 2016 года, что вот те деньги, которые нам российские банки выделяют, они качественно дадут эффект. Но в глобальном смысле раньше 2017 года эффект от этих 1 200 000 000 мы не получим. Поэтому не стоит ждать вот это раньше. Спасибо. Приятная была новость о сыре. И последний вопрос от Григория. Он говорит, спрашивает, когда мы встанем на цивилизованный путь развития и начнем привлекать грамотных молодых специалистов. Многие руководители не знают, что такое компьютер, не принимают граждан, находясь уже первый месяц на своих ответственных должностях, и вообще имеют в своем багаже довольно сомнительную репутацию. Такой кадровый набор в стране своей некомпетенции способствует нарастанию негатива к нынешней власти. В стране нужны не пенсионеры советского периода в качестве руководителей, а амбициозные и продвинутые граждане, к которым вы и относитесь. Спасибо. С уважением, Григорий. Спасибо, конечно, за комплимент. Я бы разделил вопрос на 2 части, если позволите. Это вопрос чиновники, не занимающие не в соответствии со своей компетенцией, должен. Это первый часть, вопрос второй – это про молодых и опытных людей. Я, позволите, начну со второй части. На мой взгляд, должен быть симбиоз из молодости и опыта, потому что, как говорится, люди в возрасте прошли отличную советскую школу, и у нас очень многому есть у них поучиться. Поэтому просто взять и привлечь 25-летних, избавиться от всех став, при этом неправильно. Должен быть симбиоз. Лучше оттуда и отсюда. Только тогда будет эффект. Что касается первой части вопроса, на самом деле не совсем ко мне, это, наверное, больше к правоохранительным органам. Если на самом деле есть люди с соответствующим прошлым, мне трудно комментировать это. Наверное, должны соответствующие органы этим заниматься, люди, назначающие их, соответственно, принять решение. Потому что я тоже переживаю за власть, так как я в ней работаю, и я правда считаю, что такие люди, наверное, не должны работать в органах. Спасибо, Дмитрий Николаевич, что вы пришли к нам на передачу. Спасибо, что ответили на все наши вопросы. Спасибо за такой аналитический подход к нашей беседе. Спасибо. И до свидания. Спасибо, до свидания. Надеюсь, ответил на все вопросы, кого интересовали. Спасибо. Уважаемые телезрители, в нашей передаче принимал участие вице-премьер правительства Абхазии Дмитрий Сериков. В следующую пятницу, 25 сентября, гостем нашей студии будет первый вице-премьер правительства Шамиль Адзенба.
Присылайте ему свои вопросы по электронной почте вопрос.министру@gmail.com. Также вы можете задать министру видео-вопрос. Запись будет проходить на Сухумской набережной, как всегда, у колоннады в четверг, 24 сентября с 5 до 6 часов вечера. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.